стоит уделять этому внимание? Почему? Да, повышенное внимание. Потому что детство это главное в нашей жизни. Каждый ребенок, рождающийся в стране, их все меньше и меньше, должен быть живым и воспитанным. И наша конференция, между прочим, она ведь посвящена 55-летию Республиканской детской клинической больницы Республики Коми. И мы как раз будем много говорить о том, как улучшить качество медицинской помощи уже достаточно высокого уровня. Это главная наша задача. А потом мы должны друг другу сказать спасибо за те годы роста, развития, становления этой больницы. Здесь много перспектив впереди, очень серьезных и больших. О каких основных проблемах детства сегодня говорят ученые-медики? Ученые-медики говорят о многих проблемах. Но наиболее такая на слуху – это проблема онкологии. Да? Вы знаете, что среди проектов государственных одна из самых значимых мест занимает проблема онкологии. Стала очень серьезной проблема паллиативной медицинской помощи. По сведениям, известным сведениям, у нас около 300 тысяч пациентов сейчас нуждаются в паллиативной, вернее, находятся на паллиативных программах, а нуждаемость 700 тысяч. Это слова, которые я привожу из слов из уст нашего министра здравоохранения. Если говорить о детстве, то здесь очень много проблем, связанных с развитием материально-технической базы. У нас многие годы очень большое внимание уделялось детским поликлиникам, и Игорь Геннадьевич говорил о тех изменениях, которые произошли в амбулаторном звене. Сейчас вновь поставлена задача развития первичной медико-санитарной помощи. Но я как представитель стационарного звена, конечно, всегда говорю о том, что мы сейчас отстаем очень здорово в материальной базе. И пример детской республиканской больницы Коми говорит о том, что здесь есть очень серьезные перспективы по развитию не только квадратных метров, в том числе и пристройки корпусов, но и развития технического потенциала, кадрового потенциала. А если говорить о самой главной проблеме в стране, это, конечно, дефицит кадров. Я думаю, что Республика Коми в этом отношении не является исключением. Ведь 48 вузов в стране только в системе Министерства здравоохранения. И примерно такое же количество в системе Министерства образования. Выпускаются десятки тысяч врачей ежегодно, и не хватает. Что происходит в стране? Вот это главная задача, между прочим, которая в одном из национальных проектов очень правильно поставлена. Как обеспечить укомплектованность врачебных должностей. И не только в поликлинике, но и в стационарах тоже.